Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Из Якутска приходят новости, одна страшнее другой. Там меняется власть, мы не знаем, что она решит с ППЖ, но вот такое распоряжение дано дворникам. Отлавливать бездомных собак. Это письменно, а устно. Что приказали делать с ними, с отловленными? А ППЖ ни слова. Тогда что? Что должен делать дворник, кинувший кусок хлеба собаке, и та доверчиво к нему подойдет, потому что голодная, потому что рада человеческому вниманию. Что должен сделать дворник с собакой? Где дальнейшие указания, что будет с собаками? В Якутске не выделяет администрация города землю под строительство приюта, хотя есть желающие заниматься строительством приюта. Но и задерживаться в ППЖ собакам тоже не велено. Отсидели несколько недель, пока их стерилизовали, и срочно выпускать на улицу в мороз и в стужу. А с улицы поручено дворникам отлавливать. Где логика? Почему не построить приют, чтобы не было проблем с кусачими собаками? Чтобы не надо было давать указания, тихие, тайные, что делать дворникам с этими собаками? Но и в ППЖ им места нет. Это вопрос к администрации города. Вот один из кандидатов на такую ловлю с неизвестным продолжением. Выпускник ППЖ Грей. Посмотрите, как его трясет от холода. Ну и от голода тоже. Голодные хвостики погибают в первую очередь. Я попросила его забрать на передержку, конечно же, платную. Он мог и не пережить еще одну холодную, голодную ночь. Спасая дрожащих, замерзающих собак вот из таких ситуаций, когда они калачиком то ли переживут ночь, то ли нет. В это время не думаешь о деньгах, хочется быстрее спасти, забрать их с этого жуткого места, с этого холода. Только потом начинаешь осмысливать и понимать, ну куда же ты их забираешь? Ведь передержку оплачивать опять надо чем, а нечем оплачивать. Поэтому сначала забираю, спасаю, а потом снова и снова обращаюсь к вам за помощью, помогите. Там их такое количество, так жалко их всех. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Лучший подарок, друзья, который вы можете подарить, это жизнь. Ваша помощь – это буквально жизнь живого, бесконечно преданного человеку и подло преданного человеком существа. Дарить им жизнь, наверное, нет ничего более радостного на свете. Присоединяйтесь к нашей команде, те, кто недавно на нашем канале. От всего сердца благодарю старых и верных друзей нашего канала «Спасение».
Да, времени на раздумье для спасения этого черного песика дрожащего не было. Уже смеркалось, надо что-то было предпринимать. Крея увезли на передержку. Конечно, первым делом накормили досыта теплой едой. Теперь он в безопасности, но все равно остается в будке на цепи, будет ждать очередь на самолет. А я прошу вашей помощи, друзья, на передержку, на самолет и другие расходы там, в Якутске. Друзья, от имени Игоря хочу обратиться к вам по поводу вот этой собачули. Зовут ее Каштанка. Это молодая девчушка, которая живет у Игоря, но которой надо жить в тепле, а не в вольере. У Каштанки погрызаны задние ножки. Ей надо жить точно не на морозе. Эти раны на морозе не заживут, а скорее всего будут и еще хуже. У Игоря нет места в тепле. Пожалуйста, откликнитесь, добрая душа, возьмите девчонку в дом, в тепло. Если нужна будет помощь врачебная, поможем. Только бы спасти этого настрадавшегося ребенка. Маленькая собака. Бедная маленькая собака. Зайка. Воротники ломаются. Ой, бедная. Ой, моя бедная. Замерзла. Каштанка замерзла. Ой, бедная. Ой, бедная, опять размоталась все. Опять все размоталось. Ну, все. Ну а в ППЖ, как всегда, сидят красивенные, умнейшие, несчастные, просящиеся к человеку собаки. Они очень просятся к человеку, они заглядывают в глаза или отрешенно сидят, ничего не ожидая. Сколько раз мимо них проходил человек, так и не взяв и не выбрав их. У них отчаяние. У кого есть силы и живет еще надеждой, те виснут на решетках. Кто-то вслед печально смотрит, а кто-то, просто сложив лапки, сидит в стороне, ничего уже не ожидая. Дальнейшая их жизнь – это выкидывание их на улицу. Выпустят на улицу, где они снова должны раздобыть себе кусок корки или, может, замерзнуть в сугробе. Я перебираю эти видео, и они не дают мне покоя. Кто-то у нас пристраивается, они уезжают по домам. Но этих-то надо тоже спасать. Гладкошерстные, печальные. Я не могу. Просто так опустить руки и не спасти еще кого-то из этих. Кого успеем, кого сможем. Без вашей помощи мы не справимся. С большим напряжением, перебирая эти видео, пытаюсь понять, кому нужна более наша помощь, кто не справится, кто не выживет в эти минус 50. Да никто не выживет, но хоть кого-то давайте отберем, давайте спасем хоть кого-то. Вот этот мальчишка. Рассказывай давай. Показушный такой. Да, такой куражный он. Ну давай, рассказывай. Что расскажешь? Давай, рассказывай. Расскажи что-нибудь. Скажи что-нибудь москвичам. Скажи, заберите меня отсюда, скажи, заберите меня отсюда. Да. Скажи да. Ну, вот такой ласковый, хороший. Возьмите кто-нибудь такого хорошего, такого конопатого, такого нарядного, такого длинношерстного.
Да, конечно, он рассказывает, говорит, заберите меня. Да, да, я буду верным другом, скажи. Да, он говорит что-то, ага. Я его спрашиваю, говорит мне, да. Да, я, говорит, хочу домой, говорит. Да, маленький такой, хороший, среднего роста, разговорчивый, очень умный, интеллект у него развитый. Он пытается что-то объяснить, что-то рассказать человеку. Он как маленький человечек. Его тоже надо обязательно вытаскивать, его надо спасать. А белая умница, красавица, а серенькая, а вот эта заглядывающая в глаза разноперая, а рыженькая, а песочная. Как всех их спасти? Ну, хоть кого-то, друзья, давайте хоть кого-то спасать.